Наш соотечественник Бакыт Абдыкадыров 15 лет тому назад уехал в Москву в поисках работы. Мечтал заработать много денег и вернуться на родину. Начинал с чернорабочего, был строителем, грузчиком и даже дворником. Но усердный труд и вера в себя помогли ему твердо встать на ноги. Сегодня он успешный бизнесмен. Было время, да, грузчиком работали, было время, грязно ходили, да, как-то зарабатывали. Сейчас, слава богу, можно работать здесь, как-то вырваться можно, да, наверх, хорошо. На территории России таких как Бакыт более миллиона. Больше половины из них работают в Москве в сферах коммерции, строительства и услуг. Проблем у кыргызских мигрантов много. В первую очередь это незнание русского языка, трудности в регистрации, трудоустройстве и медицинском страховании. Кыргызско-российский форум «Дружба и сотрудничество». Проблемы соотечественников были подняты в Москве на форуме «Дружба и сотрудничество». Основная цель – укрепление и расширение сотрудничества между Россией и Кыргызстаном. На форуме обсуждались вопросы миграционной политики, экономического сотрудничества и социальные проекты. Позитивно говорили с оптимизмом, и причем это оптимизм не то, что, знаете, такой ни на чем не основанный. Нет, с конкретной оценкой реальной ситуации, с видением реальных перспектив, предложений и так далее. Целью достойного представления кыргызской национальной культуры в России обсуждены возможности и пути открытия представительства Министерства культуры, туризма и информации Кыргызстана в Москве. У нас с вами общее прошлое и сегодня тоже, хотя мы живем уже в рамках независимых государств, но тем не менее и руководство наших стран, президенты наших стран, они работают очень тесно, часто встречаются. Нас связывают экономические, торговые, экономические связи и, конечно, гуманитарные отношения. Наши народы хотят жить в дружбе, согласии. Обсуждены актуальные вопросы миграции и укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами и приняты соответствующие решения для расширения и претворения в жизнь рассмотренных вопросов. Российская Федерация старается, конечно, создать наиболее благоприятные условия для нахождения, работы, проживания, обучения граждан не только Киргизии, но и, в принципе, выходцев из всего Центральноазиатского региона на территории Российской Федерации, потому что понимают, что страны Центральной Азии – это стратегические партнеры, соответственно, и выстраивается такая политика, чтобы это сотрудничество оно дальше развивалось, строилось. Как бы то ни было, миграционную политику надо вести в интересах сторон и не в ущерб национальным интересам. Поэтому на полях форума заключены меморандумы о сотрудничестве между российскими и кыргызскими общественными организациями. Сайкал Султанкулова, Алмаз Нурманбетов, Общественный, Первый канал.